7 сентября отменяется скорый поезд Сыктывкар-Москва. Вместо этого раз в 3 дня будет ходить дорогой фирменный поезд. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я в Москву редко езжу, поэтому я думаю, что меня сильно не коснется. Вот, а так, ну, фирменный поезд, я думаю, что, соответственно, тариф, наверное, дороже. Я думаю, что людям будет неудобно. Ну, я думаю, конечно, это неправильно. Экономить надо не на пассажиропотоке, а там, в кабинетах, и думать, что ж вы делаете. Я думаю, что это форменное безобразие, потому что у меня дочь учится в Санкт-Петербурге, и такая же картина, то есть невозможно купить билеты вообще. Я понимаю, что те люди, которые имеют деньги, они, конечно, полетят на самолете. Но для людей, я думаю, пусть ежедневно обыкновенный пассажирский поезд. Зачем менять на фирменный? Да люди будут ютиться ездить, раз в 3 дня ездить, считай. Ну это не без смысла, считаю. Я думаю, что это неправильно, потому что не у всех есть возможность ездить на суперклассе. Поэтому я считаю, что эконом-класс должен быть. Плохо, неудобно будет, наверное. Я думаю, что чистота важнее. Ну, потому что людей все-таки можно много ездить. Некоторым не совсем принципиально на комфорт, как бы не принципиально комфорт, потому что количество плацкартных мест больше все-таки, чем купейных. Вот, и люди, в принципе, за чистоту, я думаю, что... Очень плохо. А почему плохо? Потому что дорогой. Ну, если дорогой фирменный, значит условия получше, почему бы нет? За удобство надо всегда переплачивать. Ну, это мое мнение. Мне кажется, дорогой-то пусть ходят, но и нормальные поезда пусть пускают, дешевые. Люди же разные, достаток разный. Фирменный, это значит, означает, что цены выше будут. Конечно. Но, возможно, это не каждый сможет себе позволить. Следовательно, будут выбирать уже другие пути передвижения. Ну вот таким образом, я думаю, что я за и за против, но может быть и это очень даже удобно будет внутри сидеть, удобно сам поезд, например, да, вот это за. А если же цены будут выше, да, конечно, я против этого. Для обычных жителей, наверное, это будет не очень хорошо. Вот. В целом, конечно, хотелось бы лучше какой-нибудь политики от РЖД ожидать. Ну, я в Москву, в принципе, сама не езжу, мне без разницы, как будто бы, но за людей. Но я не согласна с этим. Так неправильно и нельзя. Потому что они только о своем кошельке думают, о людях. Им, может, это выгодно, а нам не выгодно. Ну, очень плохо, потому что, естественно, будет неудобно. Неудобно для деловых людей, в первую очередь для работников, которые каждый день требуется транспорт. Не знаю, мне кажется, это зря. Ну, я думаю, что это будут большие неудобства для всех жителей города Сыктывкара и для тех, кто хочет из Москвы приехать в Сыктывкар. Но учитывая, что это самый бюджетный способ передвижения, это будет вдвойне неудобно. Ну, видимо, по чьей-то просьбе этот вот процесс и случился, мне кажется. Так бы на ровном месте не родилось бы. Видимо, какие-то стороны, которые финансовыми рычагами управляют, заинтересованы больше в этом. Вообще не знаю, так, видите, сейчас же все в частных руках, поэтому как хочу, так и управляю. А потом сейчас же сила денег настолько велика, что, мне кажется, через колено никого не убеждениями, какими-то продуктивными доводами не убедить.